1 июня 2020 года перестало биться сердце митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Старейший архиерей Русской Православной Церкви отошел ко Господу на 90-м году жизни. 3 июня республика хоронила своего святителя. Почти сутки накануне отпевания был открыт Покровско-Татьянинский собор, и все желающие смогли проститься со своим владыкой. Соблюдая все санитарные нормы, которые предъявило время, здесь позволили людям воздать усопшему последние почести. С декабря 1976-го, почти 44 года, служил он в Чувашии. Его без преувеличения знала вся республика, любили и стар, и млад. Для меня он останется добрым, мудрым, ревностным архипастырем, который личным примером показывал, как надо воспитывать своих детей, ходить в храм, молиться, передавать все это из поколения в поколение. А главное для нас, для молодежи. И это очень большая утрата для нас. Но мы верим, что его душа в селениях праведных да упокоится. И лично для меня была настоящая духовная радость, что я мог бывать на службах, которые он совершал не только в нашем храме, но и в других храмах республики, и даже в Москве, и в Дивеево. В разных концах России живут духовные чада митрополита Варнавы, те, кто почитает его как духовного отца. Сергей Бондаренко приехал из Тюмени. Чтобы проводить в последний путь своего любимого владыку, он проехал на машине почти 1500 километров. Я думаю, что сейчас радуется небо. Мы все скорбим, а небо радуется. Это был необыкновенный человек. Я таких не видел и, наверное, больше не увижу на этой земле. Митрополита Варнавы еще при жизни считали святым в монастырях Афона и на Святой Земле, хотя это совсем не принято в православной церкви. Его почитали как великого старца во многих странах мира. Об этом хорошо знают паломники. Где бы мы не были, когда спрашивал священник, который вел нас как паломников, вы откуда? Я говорила, что мы представлялись как Чебоксарско-Чувашская епархия, город Чебоксары. У них сразу менялись лица, и они говорили обычно: у вас митрополит Варнава, и даже некоторые кланялись так, как будто это перед ними сам сейчас Варнава, наш владыка, стоит. В Италии отец Александр, когда узнал несколько лет назад, что мы из Чебоксар, он поднял руку свою и сказал: вот таких старцев, светлых, великих, столпов православия в России, может, 5 наберется, и первый среди них ваш владыка. Уроженец древнего священнического рода, он страдал за веру с самого своего рождения. Много лет служил в Троице-Сергиевой лавре, фактически возглавлял ее в годы хрущевских гонений. В 1976 году епископ Варнава Кедров стал чебоксарским архиереем. Обо всем этом напомнил во время прощания с владыкой его воспитанник, настоятель Покровско-Татьянинского собора. И ради послушания святейшему патриарху Пимену он согласился с Москвы приехать сюда к нам и стать нашим святителем. И приедя сюда, он возлюбил каждого человека, верующего и неверующего на этой земле. И это единственный архиерей, который на одном месте прослужил 44 года. И вот как с Владимирской иконы Божьей Матери пришло православие, так и из маленького количества храмов в Чувашии стало их огромное количество. И все храмы наполнены. В день, когда паства провожала в последний земной путь своего архипастыря, православная церковь праздновала память иконы Божьей Матери Владимирской. Этот образ особо чтим в Чувашии, ведь именно им в XVI веке благословил строительство города-крепости Чебоксары святитель Гурий Казанский. Эту икону, которая в советское время хранилась в музее, владыка Варнава вернул верующим, и она до сих пор хранится в иконостасе Введенского кафедрального собора.
Глубоко символично, что последняя земная литургия святителя Варнавы служилась именно в этот день. Возглавил ее митрополит Ишкаролинский и Марийский Иоанн, указом патриарха Кирилла, назначенный временным управляющим Чебоксарской епархией. Он постарался утешить скорбящую паству. И мы надеемся на слова Господа, что праведник на суд не приидет, но придет от жизни, от смерти в жизнь вечную. Митрополит Иоанн по благословению патриарха Кирилла возглавил отпевание почившего владыки Варнавы. Ему сослужила лишь малая часть духовенства Чувашской митрополии. Ограничения внесла пандемия коронавируса. Те, кто все же попал на это прощание, несомненно запомнят его на всю жизнь. Каждый человек, будь то священнослужитель или мирянин, находясь у гроба, испытал здесь особенно трогательное, непередаваемое чувство. Все понимали – они являются участниками событий исторического, провожают в мир иной особого праведника и молитвенника, человека исключительной, святой жизни. Каждый стремился проститься особо, успеть сокровенно помолиться, порой не только за себя, запомнить и взять с собой частицу благодати, которая исходила от этого гроба. По церковной традиции, после отпевания гроб с телом почившего взяли на себя священники. Скорбный крестный ход, сопровождаемый погребальным колокольным звоном и прощальными песнопениями, двинулся вокруг храма. Вокруг Покровского собора, который владыка Варнава закладывал, строил, в котором столько раз служил, встречая в нем Пасху и свой День Ангела. Паства в последний раз шла за своим владыкой, молясь и плача. После крестного хода началась гражданская панихида. Она собрала тех, кого владыка неустанно вел за собой к Богу. Умирают не люди, умирают миры. Так сказано, вроде бы верно, но очень не хочется соглашаться с этой фразой, дорогой владыка. И мы попробуем все вместе сохранить твой мир. И у нас получится, если мы будем помнить мир нашего владыки, мир полный его любви к Богу, к людям, к церкви. Если мы не забудем его мудрость, его доброту, его праведную строгость, которую он проявлял, которыми он делился с нами все эти годы, многие. Если мы не забудем его христианскую дерзновенность, то есть готовность, способность совершать поступки смелые, отважные, чтобы Богу угодить. Причем все его поступки всегда зиждились на его собственном смирении и на любви, снова на любви к нам, ко всем. Дорогие братья и сестры, несомненно, от нас ушел уважаемый человек. За 44 года служения на чувашской земле митрополит Варнава снискал уважение и любовь всех народов, которые живут на территории Чувашии, независимо от национальности и конфессий. От нас, несомненно, ушел человек
который для нас всех является не только духовным наставником, мудрым советчиком, но и активный общественный деятель. Он умел подбирать слова для каждого, для того, чтобы сохранить покой в душе и согласие в обществе. Он нас всех наставлял на истинный путь очень умело и с уважением. Лучшая память о владыке – это наши дела. Это наши светлые дела. Это созидание, которое необходимо творить в Чувашии, в том числе строя храмы, в том числе обязательно как можно быстрее достроив храм, где сегодня он будет похоронен. Он много раз обращался ко мне, просил помочь это сделать как можно быстрее. К сожалению, не дожил до дня, когда будет освящен этот храм. Ну и я думаю, все вместе, по крайней мере, я беру на себя такую ответственность, мы этот храм как можно быстрее достроим для того, чтобы люди там молились, а помолившись в храме, приходили к владыке, низко ему поклонившись за все его труды. У этого храма, о котором говорил Анатолий Аксаков, выбрал себе место упокоения митрополит Варнава. По его завещанию владыку положили за алтарем строящегося собора святого преподобного Сергия Радонежского. Последней, не исполнившейся мечтой владыки, было успеть возвести храм, посвященный памяти святого, которого он почитал особенно. Свой монашеский путь владыка начинал в обители преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре. Окна первой кельи молодого послушника смотрели на усыпальницу святого Сергия Радонежского. Кусочек лавры преподобного хотелось ему создать в Чебоксарах. Он занял себе место на этом кусочке. Наверное, для того, чтобы постоянно напоминать нам достроить храм, начатый нашим великим старцем, молитвенником и праведником, святая обязанность республики и всех нас.